Границы нашей страны – это наша красная линия. Недавно киргизская сторона в ходе нарастающих сенсаций подняла еще один вопрос, связанный с пограничными вопросами с Таджикистаном, который связан с линией границы в Лахшском районе. В последние годы произошел ряд столкновений на таджикско-киргизской границе из-за провокаций киргизских банд, негативные последствия которых широко освещались в отечественных и зарубежных СМИ. С начала конфликта повстанческие группы по другую сторону границы убили несколько наших соотечественников и десятки получили ранения. Эта потеря, несомненно, большая потеря для таджикского народа, и ее очень тяжело пережить. Так киргизы активизируют другие регионы нашей страны. Это не первый случай, когда киргизская сторона умышленно провоцирует. Накануне встречи президентов Таджикистана и Кыргызстана группа киргизских хулиганов проникла на территорию Таджикистана, насильно спустила и разорвала флаг нашей страны, заменив его собственным флагом и надписью. В настоящее время они преследуют свои гнусные цели и вторгаются в спорные районы, которые фактически принадлежат территории нашей страны. Эти экстремистские действия не только противоречат существующим нормам в Таджикистане и Кыргызстане, но также не соответствуют международным стандартам. Из аналитических и информационных материалов в отечественных и независимых национальных СМИ можно сделать вывод, что негативные реакции кыргызского народа на сенсационные и авантюрные обвинения, вероятно, вызовет бурную реакцию в нашем обществе. На самом деле таджикский народ не любит приключений, но когда возникает необходимость и поднимается вопрос о патриотической чести и достоинстве, эти люди объединяются против захватчиков и искореняют корни угнетения. Следует отметить, что каждый таджик, наряду с захватчиками границ мира, такими как Исмаил Саманин, будет считать себя непобедимой стеной. История это доказала. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, конфликтующим сторонам, особенно кыргызской стороне, необходимо сосредоточиться на пограничных вопросах и найти оптимальные решения, чтобы избежать возможных конфликтов. Другое дело, что компетентная следственная комиссия должна пересмотреть вопрос и привлечь виновных в конфликте к ответственности. Пограничный спор, который был предметом затяжного конфликта, должен прекратиться, и кыргызское правительство должно действовать решительно. В противном случае конфликт будет обостряться, а эскалация конфликтов и недоразумений приведет к затяжной войне, которая не принесет пользы ни одной из сторон. Правительство Таджикистана и жители приграничных районов нашей страны неоднократно заявляли, что они выступают за мирное решение этого спора. Поэтому киргизскому правительству необходимо предпринять серьезные шаги, чтобы обуздать своих местных авантюристов, которые постоянно находятся в спорных районах и усугубляют ситуацию со своими участками, тем самым предотвращая потенциальный конфликт. Политолог Шерал Набиев.